Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Правила, этикет чтения книги Аллаха по книге имама Ан-Навави Аль-Адкар. И самое первое правило, о чем мы с вами говорили, это искренность, искренность лежит во главе всех наших деяний, потому что без искренности, без правильного намерения, все, что будет делать человек, мусульманин, оно не будет иметь никакой ценности, Аллах не примет это. Поэтому во главе всего есть ихлас лежит, искренность. Второе правило – это гигиена рта, потому что тот язык, те зубы, те десны, которые участвуют в воспроизведении книги Аллаха, конечно же, сунна учит нас, чтобы все это было чисто, потому что мы произносим на самом деле величайшие слова. И мы с вами говорили, что наилучшие средства для чистки зубов, конечно же, это сивак, да? Если нет сивака, можно использовать другие корни, ветки, можно использовать какой-то материал, грубую тряпку, чистую, конечно же. И даже есть мнение о том, что можно чистить зубы пальцем. Также мы с вами говорили, что современная щетка, зубная паста, это тоже, ученые говорят, подходит к очищению зубов. Поэтому даже некоторые ученые говорят, что они даже лучше чистят, потому что ими можно добраться до всех сторон зубов. Был вопрос по поводу, какой рукой лучше чистить, потому что некоторые братья, они прямо готовы доказывать, могут войти в полемику, да, что вот нужно чистить зубы левой рукой, хотя есть ученые, которые говорят, что нет ни одного хадиса, который указывает, какой рукой лучше это делать. Есть хадисы о том, как надо здороваться правой рукой, да? Есть хадисы, что нужно есть и пить только правой рукой, но нигде с правой стороны, да, Пророк ﷺ начинал, но о том, какой рукой он чистил, ученые говорят, нет, конкретных хадисов нет про это. И поэтому некоторые ученые говорят, что лучше чистить правой рукой, некоторые говорят левой рукой. Большинство говорят правой. Ханбалиты и там Ибн Таймия сказал, что левой рукой лучше, да, но большинство джумхур говорят правой рукой. И как они это объясняют? То есть, когда ты делаешь сунну, а они говорят, что очищение зубов это сунна, поэтому любое, скажем так, благородное дело нужно совершать правой рукой. А те, кто говорят левой рукой лучше, они говорят, что это очищение от нечистот. То есть это как после исправления нужды, ты очищаешь свое тело от нечистот, поэтому лучше левой рукой. А некоторые ученые, они даже такой компромисс нашли, они говорят, когда ты очистишь зубы с намерением, что это поклонение, можешь чистить правой рукой. А когда ты чистишь зубы с намерением, что ты очищаешься от нечистот, тогда левой рукой. Хотя еще раз говорю, что все шейхи говорят, это не принципиально важно. То есть не обязательно там детей, которые, может быть, левша, да, отучивать от того, что там зубы надо только правой рукой чистить. Это касается еды и питья. Вот, идем дальше. Довольно-таки важная тема, следующий этикет. Имам Ан-Навави говорит: «Янбагhi лил-кари ан якуна ша'нуху аль-хушух ват-тадаббур валь-худу». Необходимо тому, кто читает книгу Аллаха, конечно, находиться в состоянии смиренности. Потому что он должен, это как во время намаза, он должен понимать, перед кем он стоит. И здесь то же самое, мусульманин должен понимать, что он читает величайшие слова Всевышнего Аллаха. Поэтому у него должна быть смиренность,
И также очень важное правило в изучении книги Аллаха, в чтении книги Аллаха – это тадаббур. Что такое тадаббур? Тадаббур – это то, к чему призвал нас Всевышний Аллах. И для чего он не спаслал книгу Аллаха. Тадаббур – это размышление. Размышление над содержанием аятов. О чем здесь идет речь? Что хочет Аллах довести до тебя, сказать тебе, чтобы ты это знал и, конечно же, претворил в свою жизнь. И самое важное, самая важная цель чтения книги Аллаха, да, это не просто повторять буквы и, согласно хадису, за каждую букву представлять, что за каждую букву тебе сейчас по 10 наград. Да? На самом деле книга Аллаха была ниспослана для того, чтобы мы читали ее, размышляли над его аятами. И поэтому мы с вами говорили, что были праведные предшественники, они все очень много времени уделяли на чтение Корана, но если посмотреть тот объем, который они читали, да, ежедневно, еженедельно, они разнятся, цифры разнятся. То есть подвижники, которые читали очень много страниц, то есть каждый день перечитывали Коран. Есть подвижники, которые всю жизнь перечитывали книгу Аллаха каждые 3 дня. К чему призвал пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Потому что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто читает книгу Аллаха быстрее, чем 3 дня, он не может вникнуть в смысл Корана. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям призвал к этому. И сегодня как раз я собирал вот эти, с других книг, собирал как раз вот эти предания, асар, которые передаются от сподвижников. Да? Субханаллах, был сподвижник, который сказал, табигин, по-моему, который сказал, что последние 40 лет он завершал чтение Корана каждые 3 дня. Каждые 3 дня. Это 40 лет. Это не в Рамадан только. То есть вот представьте себе, каждый день он читал 10 джузов Корана. Да? И это всю жизнь. И поэтому чтение книги Аллаха для них это было как совершение намаза. Мы же не можем сказать: а у меня времени нет сегодня аср почитать, а у меня нет времени сегодня зухр прочитать. Так ведь? То есть это обязательная часть нашего дня, распорядка. Поэтому для них вот его доля, его часть из Корана, это было как для них это было обязательно. И они не пропускали это. То есть это было обязательство их. И представляешь, какая дисциплина была у них, да? Это же вот надо себя воспитать так, что последние 40 лет, он же за 40 лет, наверное, очень много раз болел. Так ведь? У него, наверное, были какие-то финансовые проблемы за 40 лет. У него были, наверное, какие-то семейные, с детьми, там, со семьей связано, да? То есть, но, несмотря на это, он сказал: последние 40 лет я ни разу не пропустил. Каждые 3 дня я делал хатам Корана. То есть, это удивительно. Это удивительно. Был такой кари Абу Бакр Аяш. Абу Бакр Аяш, когда умирал у себя дома, рядом стала сестренка, его сестра, и плакала. Брат умирает. И он посмотрел на нее и сказал: ты почему плачешь? Почему ты плачешь? Посмотри на этот угол. Он показал глазами, может быть, да, он уже умирал, потому что... Посмотри на этот угол. Это был уголок, где он всю жизнь читал Коран. Твой брат, то есть я, прочитал в этом уголке книгу Аллаха 18 тысяч раз. 18 тысяч раз. За всю жизнь. То есть вот это сколько времени нужно давать книге Аллаха, чтобы столько прочитать книгу Аллаха. Так ведь? Вот, поэтому есть сподвижники, которые каждую неделю прочитывали, каждые 7 дней. Были сподвижники, которые читали месяц. И это зависело не только от того, кто сколько времени мог уделить Корану. Разные люди по-разному понимали книгу Аллаха. Поэтому кому-то
чтение книги Аллаха давало больше пользы, если он это прочитывал в течение месяца. Кому-то кто-то размышлял над аятами больше и извлекал из книги Аллаха пользы больше, если он прочитывал это каждый раз в 2 месяца. Поэтому у каждого было разное. И поэтому они разнятся. То есть нет такого, чтобы все сподвижники там залпом за неделю Коран прочитывали. Вот, ну, конечно, в Рамадан читали больше. В Рамадан читали больше, потому что даже вот есть кираа, есть тилява, да? Ну, там чтение, последовательное чтение и просто чтение. Если вне Рамадана, они никуда не спешили, и они больше вникали в смысл каждого аята. После чтения аята они там дуа делали. Если про ад они плакали, они дуа делали, чтобы Аллах, истигаза называется, да? Чтобы Аллах защитил их адского пламени. Если они читали аяты про рай, они там в слезах просили у Аллаха рая. То есть они долго читали книгу Аллаха. Поэтому это вне Рамадана. А в Рамадан все-таки они старались последовательно читать, то есть не останавливаясь. Поэтому вот хираа тилява тоже есть такое. Но все же многие сподвижники, величайшие сподвижники, потому что сподвижники тоже не одинаково были. То есть Абу Бакр, Умар, Усман, с ними, или там в знаниях Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас, там, Муаз ибн Джабаль, другие сподвижники, многие они не могли с ними сравниться в знаниях. Поэтому обычно приводят пример самых лучших, самых знающих. И вот были сподвижники, которые выбирали для себя самый полезный объем сур и аятов. Потому что это зависит и от самого человека. Так ведь? Вот. И вот давайте как раз об этом, иншаллах, и поговорим. Есть такая книга, я все-таки сегодня полностью урок посвящу этому адабу, да? Есть такая книга «Аль-Аудату иля аль-Кур'ан», «Возвращение к Корану». В свое время я сам инициировал, просил издателей перевести эту книгу на русский язык, но, как мне сказали издатели, этот товар не пошел. То есть люди не поняли этого, но это наша проблема. На самом деле книга, она просто шикарная. То есть книга называется «Возвращение к Корану. Лимада ва кейфа». Зачем, для чего и как. Ну, эта книга, она просто уникальная. Вот если есть эта книга, вы просто возьмите и постарайтесь хотя бы до половины дойти, прочитать эту книгу, и вы поймете, что вы откроете для себя мир Корана. Вы откроете для себя абсолютно другой мир Корана. И эта книга поможет нам, вам понять, для чего был ниспослан Коран. И как руководствовались самые лучшие члены этой общины, сподвижники Корана. И мы с вами поймем, что у них отношение к Корану и то, как они использовали Коран, абсолютно это другое отношение. И у них понимание было другое. Поэтому, чтобы это понять, давайте вот из этой книги я быстро с PDF-а нашел. Саму книгу я где-то в автобусе на Умре потерял, забыл. Вот. Самое первое. Как они понимали даже вот это слово «хафизуль Кур'ан». Да? Хафиз. Хафиз с арабского языка означает тот, кто хранит Кур'ан. Почему тех, которые выучили наизусть Кур'ан, называют хафизами? Потому что это те люди, которые в себе хранят книгу Аллаха. Так ведь? И они передают книгу Аллаха другим. Но есть еще другое название для таких людей. Это хамилюль Кур'ан. Все-таки вот если посмотреть предшественников, там больше называли хамилюль Кур'ан. Не хафиз. Хамиль — это тот, который несет на себе Кур'ан. То есть он взял с тех поколений и передал следующим поколениям. То есть он несет книгу Аллаха. Так ведь? Вот это хамилюль Кур'ан. И как праведные предшественники понимали вот это слово хамилюль Кур'ан, тот, кто несет, то есть знаток Кур'ана. Давайте приведем несколько слов. Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас говорил:
«Ман джама'а аль-Кур'ана факада хамаля амран азиман». Тот, кто несет на себе книгу Аллаха, тот, кто выучил книгу Аллаха, на самом деле он несет великую ни'ма, великое благо. Да? И он факада адраджатин нубуата бейна катфейхи гайра аннаху юха илей. То есть он на самом деле добился пророчества, он несет в себе между двумя плечами, то есть в голове, несет целое пророчество, кроме как ему Аллах просто не отправляет ему вахй. То есть разница в том, между пророком и ими, только в том, что Аллах им вахй не дает, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям давал вахй. На самом деле, то есть человек должен понимать, что он в голове несет то пророчество, которое несли пророки, алейхимуссалям. То есть вот он так говорил. Потому что для них это было величайшее достижение в жизни, если кто-то был хамилем Корана. Да? Абу Муса аль-Аш'ари, радийаллаху анху, сподвижник, он собирал возле себя тех, кто читал книгу Аллаха. И они примерно, их было 300 человек. 300 человек. И те, которые учили наизусть книгу Аллаха, он рассказывал им про величие Корана. И он говорил: «Инна хадал Куранун каинун лакум захаран ва каинун алейкум уизран». То есть, на самом деле, эта книга является для вас великим запасом. Аллах сказал: запасайтесь, фа инна хайра зади таква, да? Ибо самый лучший запас для судного дня – это богобоязненность. Вот это великий запас, великая ноша, с которой вы придете к Аллаху. Да? Но в то же время Коран – это огромная тяжесть. Это огромная ответственность, тяжесть на вас. «Фаттаби'уль Кур'ан». Поэтому вы, он сказал, вот этим хафизом, или будущим хафизом, он сказал: следуйте за Кур'аном и не делайте так, чтобы Кур'ан следовал за вами. Разница есть? Вы следуйте за книгой Аллаха и не делайте так, чтобы книга следовала за вашими страстями. Потому что есть люди, которые не следуют религии или сунне, а хотят, чтобы сунна следовала его пожеланиям, его ценностям. И они приводят такие доказательства, которые подходят к их характеру, к их взглядам и так далее, и так далее. Поэтому вы следуйте Корану, и пусть Коран не следует за вами, ибо тот, кто следует за Кораном, он спустится, приземлится с этим Кораном в райские сады. В райские сады. А за кем Коран следует, то есть он сделал так, что не он следует Корану, а Коран за ним следует, то он, этот человек, его бросит в адский огонь. В адский огонь. То есть человек, который изучал книгу Аллаха, но не следовал Корану, а книга сделал так, чтобы Коран следовал ему, то он окажется в аду. Абу Абдуррахман ас-Сулями, когда его ученики завершали при нем, хатм делали Корана, мы же с вами говорили об этом, да, что сподвижники, они даже говорили: зовите меня, когда будете завершать книгу Аллаха. Да? И вот когда человек завершал, его ученики завершали книгу Аллаха, он усаживал их впереди себя, перед собой, да, и он ставил свою руку на их голову, на его голову, да, и он говорил: «Я хада, эй фулян, о ты, такой-то, да, бойся Аллаха, фама арифу ахадан хайран минка ина амильта биллади алимта». Он говорил: бойся Аллаха, и я не знаю никого лучше тебя, если ты будешь жить по тому, что ты узнал. То есть он что узнал? Книгу Аллаха. Так ведь? Он завершил чтение или изучение, он все выучил наизусть. И тот хафиз, который выучил книгу Аллаха, он усаживал его и говорил: я не знаю никого лучше тебя, если ты будешь жить по тому, что ты узнал. То есть по книге Аллаха. Поэтому они всегда говорили, что изучение книги Аллаха, обязательное условие этого, чтобы человек жил согласно книге
Аллаха, согласно книге Аллаха. И даже Хасан аль-Басри. Кто такой Хасан аль-Басри? Про него мы очень много говорим. И во время хутбы. Это был один из величайших ученых, учеников-сподвижников. То есть он был из последователей табиинов, сподвижников. И Хасан аль-Басри говорил: «Инна ауля наси бихадаль Кур'ан». То есть самые первые приверженцы Корана, то есть кто относится к Корану, это те, которые следуют Корану, даже если ее не читают. То есть они не курра, они не хафизы, может быть, но они живут по Корану. И прежде всего, кто такой ахлюль Коран? Да? Тот, кто следует Корану. Это тот, который живет по Корану, даже если, может, он не умеет, как хафизы или курра, читать. Вот поэтому таких примеров, дорогие братья, очень много. И сподвижники, они всегда объясняли табиинам и последующим поколениям, в чем цель изучения книги Аллаха и, конечно же, чтения книги Аллаха. Поэтому возвращаемся к тадаббуру. 29, да, сегодня? Ага. Абу Джамра сказал: как-то я рассказал Ибн Аббасу. Ибн Аббас, его учитель был, это был Абдулла ибн Аббас, один из величайших ученых Корана. Да? Он сказал: «Инни сари'уль қира'ата ва инни акра'уль Корана фи thalath». Я подошел к Ибн Аббасу и сказал: я быстро читаю книгу Аллаха, я быстро читаю, и я прочитываю Коран каждые 3 дня. Каждые 3 дня я прочитываю Коран. Тогда Абдулла ибн Мас'уд мне сказал: для меня прочитать за всю ночь суру Бакара, а затем размышлять над аятами этой суры, размышлять, да, лучше и ближе, чем прочитать то, как ты сказал. Столько, сколько ты сказал. То есть, получается, суратуль Бакара, одна сура, она куда меньше, чем 1/3 Корана. Так ведь? Поэтому он сказал: для меня ближе, лучше, я люблю больше одну суру прочитать за всю ночь и сидеть, размышлять над его аятами. Для меня это ближе. Поэтому сподвижники не ставили себе цель количество страниц сур или аятов. Они не ставили себе цель. Каждый смотрел, как он, за какое время, с какой скоростью надо было читать, да, чтобы вникнуть в смысл этих аятов. Также очень много слов от Ибн Аббаса приходят. И Абдулла ибн Аббас на самом деле так и делал. Он так и поступал. То есть он иногда целую ночь мог просто одну суру читать. Почитал пару аятов, остановился, подумал, поразмышлял, с чем-то сравнил, там, посмотрел на свою жизнь, а он и живет по этому аяту, и дальше шел. Вот так. Он так и поступал. И Абу Мулейка рассказывает: как-то раз я путешествовал с Абдулла ибн Аббасом, мы были в дороге, мы выехали с Мекки в Медину. И он полночи совершал киямуль лейль, то есть совершал ночной намаз. И когда он начал читать Коран, он читал слово за слово, буквой за буквой. То есть он очень медленно читал Коран. Затем он расплакался, и даже я слышал его рыдание. То есть он рыдал во время чтения Корана. То есть, получается, они не ставили себе цель, там, за ночь обязательно надо книгу Аллаха почитать полностью. Да? Также Ибн Аби Зиб рассказывает от Салиха, который сказал: я, говорит, был соседем, я жил по соседству с Ибн Аббасом. И когда я слышал, раньше были шатры, домов там с толстыми стенами не было, тем более там тепло, и все было слышно, да. И я слышал, как Ибн Аббас вставал на тахаджуд, и иногда, прочитывая один аят, он делал большие паузы. То есть он не забывал следующий аят, но он почему-то останавливался. Через некоторое время, то есть довольно-таки длинное время, он снова читал несколько аятов и снова останавливался. И когда я спросил у людей, у кого-то из его близких, да, почему он так делает,
они сказали для того, чтобы поразмыслить над этим аятом, над содержанием аята. Вот поэтому сподвижники иногда, они очень долго читали, может быть, даже не такие длинные суры. Вот Абдулла ибн Аббас сам поступал так, будучи величайшим ученым из сподвижников, да, и учил своих учеников к этому. Также Зайд ибн Сабит, это величайший сподвижник, который собрал Коран, да? У него спросили, как ты смотришь на то, чтобы прочитать книгу Аллаха за 7 дней? И Зайд сказал, это хорошо, это хорошо. То есть раз в неделю прочитывать книгу Аллаха, это хорошо. Но для меня иногда лучше прочитать книгу Аллаха не за неделю, а за 2 недели. Или же за 20 дней лучше. Спроси почему. То есть человек пришел и говорит, я каждую неделю прочитываю книгу Аллаха. Это Зайд ибн Сабит. Это история ислама. Так ведь величайший Аллах, пророк саллаллаху ему поручил Абу Бакр, он собирал, да, во время Абу Бакра. И он сказал, для меня иногда лучше прочитать за полмесяца или за месяц. Спроси почему. И тот спросил, почему? Он сказал, чтобы я останавливался на разных аятах, на разных сурах и размышлял над ними. То есть иногда, получается, они могли прочитать за полмесяца, а иногда за месяц. Это как они останавливались, все зависит от того, как они и сколько они останавливались на этих аятах. Вот поэтому таких примеров, дорогие братья, очень много. Поэтому даже была у них такая привычка, и это они взяли у пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Иногда, когда какой-то аят, они доходили до какого-то аята, и этот аят особенно проникал в их сердца, то есть это же может, для каждого человека может подействовать разный аят, так ведь? Может, у кого-то в жизни что-то случилось, да? И вот этот аят, он как раз вот проникает в его сердце. Вот тогда праведные предшественники иногда не уходили от этого аята. Они снова возвращались, снова читали этот аят. И таких примеров тоже очень много. И мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иногда до утра он читал один аят. Не потому, что он дальше не может. Он дальше знает, но он не может уйти из этого аята. Они плакали, он просил у Аллаха защиты от адского пламени, просил рая и так далее. И вот пример. Айша, радиаллаху анха, сказала, иногда, говорит, люди могут прочитать за одну ночь 2 раза или 3 раза книгу Аллаха. Ей рассказали, некоторые люди могут прочитать книгу Аллаха за 2 или за 2 раза за ночь. И вот она сказала, это те, которые читают, но не читают. То есть они читают, но они не читают. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, я, говорит, слышала, что за ночь он читал суру Бакара, сура Аль-Имран, суратун Ниса, и каждый раз, когда он останавливался на каких-то аятах, он обращался к Аллаху с дуа. То есть и пока он дуа не делал, не просил рая, например, да, или защиты от ада, он дальше не шел. То есть получается, пророк не мог весь Коран прочитать за ночь или несколько раз за ночь. Вот потому что он останавливался на каждом аяте. И Ибн Каим пишет, что иногда человек может по 100 раз один аят прочитать. По 100 раз. То есть если вот этот аят на самом деле проникает в его сердце, вот этот аят действует на него больше, чем другие аяты, не потому что он красиво читается, а смысл, вникая в смысл. Тут не про волшебство мы говорим, поймите правильно, да? То есть именно значение аята, содержание, тогда человек может всю ночь может провести с одним аятом. И вот сейчас, еще 2 минуты.
Асма, ради Аллаху анха, это дочь Абу Бакра, родная сестра Айша. Так ведь? Сподвижница пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И Айбад ибн Хамза рассказывает, я когда зашел к Асма, домой к Асма, я услышал, как она читает книгу Аллаха. И она дошла до аята «Фаманна Аллаху алейна ва вакана азаб ас-самум». И Аллах ниспослал на нас свою милость и уберег, защитил нас от самум, то есть это знойный ветер ада. То есть Аллах наставил нас на путь истины, и это сура Тур, 27 аят. И спас от наказания. И она остановилась на этом аяте и долго, много раз повторила этот аят. Я не дождался ее, потому что у него был какой-то вопрос к ней, и я ушел на рынок. Я купил все нужные мне товары, я вернулся обратно, и она до сих пор повторяла этот аят. То есть вот те аяты, которые проникали, они долго повторяли. Абдулла ибн Мас'уд, тоже величайший ученый Корана, когда дошел до слов «Вакур рабби зидни ильма», «О Аллах, прибавь мне знания», он с этим аятом дошел до утра. То есть, получается, этот один аят, он начал читать книгу Аллаха, и вот этот аят он читал до утра, повторял до утра. Умар ибн аль-Хаттаб, было время, когда он всю ночь читал только суру Фатиха. То есть он садился почитать книгу Аллаха, но он не мог оторваться от этой одной суры. Он всю ночь повторял суру Фатиха. И дальше не мог идти, потому что это есть самая великая сура из книги Аллаха. Также Амир ибн Кайс, когда начал читать суру Му'мин, он дошел до 18 аята и до утра повторял этот аят. Он просто не мог дальше уже читать, потому что вот он проникся этим аятом. И были величайшие ученые, которые всю ночь повторяли «Куль ху Аллаху ахад», суратуль Ихляс. Потому что вот эти аяты, они проникали в их сердца, и поэтому вот это как раз третий адаб, этикет чтения Корана, вникать в смысл книги Аллаха Субханаху ва Тааля. И поэтому, дорогие братья, это большая тема, об этом можно целый месяц говорить, поэтому нужно практиковать, полезные методы, что тебе поможет, что сделать? Вникнуть в смысл аята. То есть обязательно нужно те суры, которые ты используешь в намазах, ты обязательно должен изучить тафсир каждого. Начиная с суры Фатиха, может быть сколько, 20 сур, 30 сур, которые ты используешь, ты должен знать. И вы почувствуете, что намазы у вас будут другими, зная, если вы будете, понимая, читать. Также очень нужно, вот, например, взять тафсир, да? Ты прочитал какую-то часть аятов, все, и уже читаешь тафсир. Да, это может быть больше сил займет, это может быть больше времени займет, но и пользы будет больше. Поэтому сегодня есть в Турции, там в арабских странах методики, там за полгода хафизами делают из тебя, да? То есть это уникальные методики. Но Умар ибн Хаттаб почему-то суру Бакара сколько лет учил? 12 лет. 12 лет он учил суру Бакара. Когда он выучил, он отчасти курбан сделал, зарезал верблюда в знак благодарности Аллаха. В чем разница между этими и теми? Между Умар ибн Хаттаб. Умар ибн Хаттаб за 12 лет, получается, не только выучил суру Бакара, он вник в смысл каждого аята, и он начал жить с каждым аятом. Поэтому сподвижники говорят, если среди нас кто-нибудь выучил суру Бакара или Аль-Имран, он превращался в великого человека. Потому что мы понимали, что он живет, он не только знает суру Бакара, он живет по суре Бакара и по суре Аль-Имран. Субханак Аллахума бихамдик, шхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.